Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Картины на карантине» мы продолжаем разговор о творчестве Михаила Михайловича Носова. И я сегодня представляю произведение под названием «Натюрморт» или «Вещи фронту». Действительно, в 20-е годы прошлого столетия Михаил Михайлович обращается к жанру натюрморта. Каждая вещь – это своеобразный документ своего времени, и поэтому она является столь же несомненным носителем исторической памяти, как и произведения духовной культуры. Но изображенные предметы, несмотря на их археологическую информативность, так и оставались бы мертвой натурой, если бы не умение художника открывать их скрытую сущность, внося в натюрморт именно то личностное начало, которое становилось неотъемлемой частью самих вещей, наделяя их своеобразным душой и характером. Именно с художником вещи вступают в немой диалог, красноречиво рассказывая о привычках, вкусах и укладе жизни. Искусствовед Владимир Харлампьевич Иванов отмечал, что Михаил Михайлович Носов был первым художником, создавшим в якутской живописи самоценные натюрморты. Михаил Михайлович рассматривает предметы прикладного искусства как образцы художественного творчества народа, подчеркивая их этническую и этнографическую принадлежность. Натюрморт, о котором сегодня идет разговор, написан в 1943 году. Это военные годы. Конечно, художники, которые не ушли на войну, продолжали работать творчески, создавая различные произведения, организуя выставки. В стороне от военных событий не остался и Михаил Михайлович Носов. Известно, что зимой 1941-1942 года в Якутии развернулось движение за сбор средств на постройку танковых колонн и эскадрильи боевых самолетов. Было внесено на строительство танковой колонны «Советская Якутия» и боевых самолетов 27 миллионов рублей. Танковая колонна «Советская Якутия», построенная на личные средства якутян, была передана войскам Первого Украинского фронта. Многие якутяне несли свои драгоценные реликвии, которые передавались из поколения в поколение, и, как самое дорогое, приносили их на алтарь будущей победы. И своеобразным откликом художника на эти события стало создание произведение под названием «Якутский натюрморт», которое имеет второе название «Вещи фронту». Здесь художник по-своему интерпретирует ту магическую силу, которой обладают рукотворные предметы, имеющие не только практическое значение, но и символический смысл, поэтическую ценность и культово-ритуальное предназначение. Произведение, написанное в годы Великой Отечественной войны, наполнено глубоким содержанием. Во всех сферах жизни происходили глобальные трансформации, зарождались общественные новые отношения. Традиционный мир якутской культуры рушился на глазах, и художник видел это и глубоко переживал. И в своей картине он постарался реконструировать именно ту патриархальную красоту быта, которая исчезала в действительности. И поэтому, очевидно, внимание художника к материальности, тщательной отделке деталей. Художника притягивают удивительные по разнообразию и изяществу форм серебряные украшения, сверкающие яркими бликами конские сбруи, берестяная и деревянная посуда, узорчатые ткани с аппликацией, тускло переливающийся шелковистый мех. Он, словно подчиняясь волшебству ремесла древних умельцев, передает вечность и материальность старинных предметов, подчеркивая их загадочную привлекательность. Композицию характеризует равновесие формы и цвета, что создает общее впечатление гармонии. Теплые, охристо-коричневые, зеленоватые оттенки в сочетании с холодноватыми рефлексами и бликами организуют цветовую структуру этой живописной работы. Каждая вещь, представленная в этой композиции, воспринимается в своеобразном ореоле ассоциаций, не как просто предмет сам по своей сути, а как метафорический намек. Изображение, отслуживший свой век предметов, является для Носова поводом для раздумий о диалогической связи человеческих поколений.